В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Приветствуем слушателей, настроившихся на самую крымскую волну в эфире радио Крым Реалии. Вы можете слушать нас круглосуточно, если настроите свои приемники на частоту 105,9 FM. Звоните в наш эфир по телефону 8 810 06 926. Для крымчан этот номер бесплатный, 044 490 31 18, если вы житель материковой части Украины. Тема дня. Сегодня будем говорить о стоимости минимального набора продуктовой корзины. На полуострове она с начала года выросла почти на 8%. Об этом сообщает Крымстат. С чем связан рост цен на продукты? Почему цена на продукты в Крыму традиционно выше, чем в соседней России? И влияет ли сезонность на стоимость продуктов питания? Эти темы обсудим в течение получаса с нашими экспертами. Присоединяйтесь к нашему разговору и вы. Высказывайте свое мнение и рассказывайте, действительно ли цены в Крыму выше среднестатистических. Крым в центре внимания. Итак, Росстат озвучил стоимость минимального набора продуктов питания в Крыму на конец августа. По данным статистов, выжить на полуострове можно, тратя на еду всего 4035 рублей 96 копеек в месяц. По сравнению с июлем, стоимость минимального набора продуктов снизилась на 26 рублей. При этом с начала года минимальный продуктовый набор подорожал почти на 8%. В минимальную продуктовую корзину входит в расчете на одного взрослого человека примерно по 300 граммов хлеба, картошки и овощей в день, 160 граммов фруктов, 800 граммов молока и молочных продуктов, 40 граммов масел, 60 граммов сахара и кондитерских изделий. Также раз-два дня одно яйцо и 350 граммов рыбы в неделю. В день россиянину положено 160 граммов мяса, и совокупная цена этих продуктов на месяц составляет стоимость минимального продовольственного набора. А с нами на связи эксперт рынка продовольственных товаров в Крыму Андрей Александров. Здравствуйте, Андрей. Доброе утро. А вот реальны ли эти цифры, озвученные Росстатом, на 4035 рублей можно выжить в Крыму, тратя эти деньги на еду? Вы знаете, я вообще скептически отношусь к любым заявлениям Росстата и прочих статов, потому что наука там, конечно, присутствует, но мне кажется, она очень далека от практической жизни. Не зря кто-то из великих сказал, что есть ложь, наглая ложь и статистика. Я знаю, как делаются замеры цен в розничной торговле, и все это, знаете, далеко от какой-то точности или даже попыток соблюсти эту самую точность. Выборка там минимальная, как-то это все происходит через насилование, скажем так, некоторыми обязательствами розничников. Розничники не в восторге от этого, дают там, скажем так, от фонарной какие-то цифры. Все это собирают не статисты, а управление торговли при исполкомах городских, там и сельских и так далее. Ну, в общем, тут особо комментировать нечего. Это броуновское движение. Цифры могли быть как в ту сторону, так и в иную. То есть реальные цены на рынке не изучаются? Ну, возможно, они изучаются, но только не вот теми методами, которые я вижу. То есть то, как я вижу, как изучается, это все, знаете, для галочки, наверное, для освоения бюджета. Трудно мне прокомментировать цифры, которые я вот изучал, материалы этого исследования. Ну, там, просто, знаете, как цифры прыгают туда-сюда, и иного быть не может при той методике, которую я вижу. Возможно, я не знаю всех нюансов и тонкостей, как построена эта работа, но из собственного опыта знаю, что все это делано, топорно, мягко говоря. То есть, по вашему мнению, необходимо пересматривать стандарты вообще, составления этой минимальной потребительской корзины? Я же еще раз говорю, я не ученый, наверняка это все в какой-то степени там научными трудами и научными мужами аргументировано, и, скорее всего, сложно оспаривать те методики, которые они там заложили.
Вот. Я говорю лишь о том, что как снимают цены в розничной торговле, ну, это, конечно, ну, такой подход, скажем, лишь бы, вот, на отстань, вот так. А если учитывать ваш опыт и Крым, да, реальность, которую мы видим, вот во сколько вы бы оценивали примерно минимальный набор продуктов? Знаете, я не готов сейчас какую-то цифру называть, потому что это было бы голословно и как-то так от потолка. Я бы хотел немножко акцент сместить в своем вот выступлении. Важно сейчас даже не то, что какие цены, а какая тенденция, даже еще не сама тенденция, а ее предвестники, так называемые инфляционные ожидания. То есть цены удерживаются торговцами, производителями продуктов по одной причине. Там никто не верит в то, что другие поднимут, соответственно, не поднимают и они, соответственно, как-то вот цены держатся. Вот пока в головах есть нулевые инфляционные ожидания, они такие были, наверное, полгода, то и цены особо никуда не дергали. Сейчас, судя по профессиональным участникам рынка, по их настроениям, по их ощущениям, по их планам, у всех в планах поднимать цены. Или все готовы к тому, что цены будут подниматься. Потому что для этого есть масса причин. У людей, которые оперируют профессионально, у них хорошая причинно-следственная связь, и они уже как настроены сами поднимать, так и ожидают того же самого от своих партнеров, от других участников. Поэтому вот что, собственно, с чем и борется, там, допустим, разные монетарные власти, чтобы не допустить вот в головах, в умах вот этого вот запрограммированности на повышение цен. А вот сегодня в обществе, в профессиональном сообществе существует твердая уверенность, что это произойдет сегодня, завтра и начнет происходить с таким вот твердой тенденцией. Потому что все ждут повышения НДС с 1 января, все видят, что происходит на валютном рынке, как курс рубля просел. Также там неурожай сыграл роль определенных овощных культур, пшеницы и так далее. То есть мука уже подорожала. То есть я бы хотел сконцентрировать внимание слушателей на том, что в головах профессиональных участников рынка есть твердая уверенность, что цены будут повышаться в той или иной пропорции. Там, кто-то говорит о 10% на своем рынке, на своих товарах, кто-то говорит о 15%. Соответственно, с мультипликатором розницы это будет 12-18%. Вот скорее это, наверное, будет интереснее вам. Спасибо большое. Эксперт рынка продовольственных товаров в Крыму Андрей Александров был на связи с нашей студией. Напомню, говорим сегодня о минимальном наборе продуктов питания. Росстат озвучил его стоимость. И по данным статистов, можно выжить в Крыму, тратя на еду всего 4035 рублей. А с нами на связи руководитель Международной конфедерации обществ защиты прав потребителей Дмитрий Янин. Здравствуйте, Дмитрий. Доброе утро. А вот предыдущий спикер Андрей Александров говорит, что инфляционные ожидания, когда нулевые, соответственно, цены держатся. Если инфляционные ожидания увеличиваются, соответственно, можно ожидать и роста цен. Вот от 12 до 18% можно прогнозировать, по его словам. Вы считаете, эти цифры реальны? Мне кажется, что все перелагать и вину за инфляцию на население нельзя, потому что такое инфляционное ожидание, насколько люди готовы к повышению цен. Здесь проблема состоит в том, что цены действительно растут, и не факт, что из-за того, что люди готовы платить больше, потому что народ небогатый, и каждый раз видя новые ценники, люди не испытывают радости от этого события. То, что цены вот в этом минимальном наборе, который не имеет никакого отношения к выживанию человека, я сразу скажу, что даже ведомство статистической России, которое определило этот перечень, как эти 4000 получаются, они в конце этого перечня жирно пишут, что это условный набор продуктов питания. И он предназначен только для наших внутренних сопоставлений, и не отражает реального потребления. Потому что, там, например, есть в год набор продуктов, из которых 70% это хлеб, картошка и молоко. Это 70% от этого набора, это хлеб, картошка, молоко. То есть
600 грамм хлеба в день, там, почти полкило картофеля. Из чего он складывается? Там практически нет мяса, практически нет рыбы, четвертинка яблока в день, пол яйца в день. Вот это вот так считается все это. Все это такая, знаете, как какая-то стратегическая игрушка какая-то. Вот прожить на эти 4000 нельзя. То, что Крым с 2015 года, по данным статистического ведомства, наверное, испытал самый большой шок в части цен. Это вот приведение цен крымских к средним, а на население было просто на своей шкуре прочувствовано, потому что в 2015 году индекс стоимости жизни в Крыму был 0,86, то есть он был на 15% в Крыму было жить дешевле, чем в среднем по России. Сейчас стоимость жизни в Крыму равен стоимости жизни в России. То есть это не дешевое, как это было в 2015 году. В 2017 году вышли на вот средний уровень, превышая Краснодар, превышая многие другие города юга. И, конечно, изменение этой стоимости минимального набора, оно тоже в Крыму ощущается больше, потому что вырос набор с начала года на 8%, это условные такие, знаете, нормативы. Дмитрий Янин, руководитель Международной конфедерации обществ защиты прав потребителей, на связи со студией. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Примем звонок от слушателя. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы, и есть у вас возможность задать вопрос, либо высказать свое мнение. Доброе утро. Я из Алушты, это Крым, южный берег Крыма. Звать меня Анатолий. Вот это статистические данные всякие разные. Это такая запутанная, замыленная история, что тут не разберешься. Что значит 100 грамм мяса, какого мяса, которые 200 рублей стоят, или которые 500 рублей стоят. Так же рыба. Одна рыба стоит 800 рублей, другая рыба стоит, этот 5 раз мороженый минтай, 200 рублей. У нас, например, цены помидоры 100 рублей были. Можно купить за 40 рублей сейчас, в настоящее время. Но это помидор такой, что день полежал, если его не съел, на завтра его же надо выбрасывать. Также хлеб. Хлеб можно 50 рублей, можно за 7 рублей купить. Какие человеку, нормальному человеку на 8 тысяч рублей пенсии, чтобы нормально прожить, а потом еще отложить деньги на лекарства, заплатить за коммунальные услуги. Но у нас по статистике все прекрасно, все хорошо, и хватает калорий человеку. Все бред сивой кобылы, что у нас цены, а растут цены. Вот я покупаю почеревок. Была 135 рублей почеревка. Через неделю пошел 180. Спасибо большое. Спасибо большое за ваше мнение. 8 810 06 926. Этот номер для жителей Крыма бесплатный. 044 490 31 18. Если вы в других регионах. С нами на связи руководитель Международной конфедерации обществ защиты прав потребителей Дмитрий Янин. Вот крымчанин привел цифры средние по Крыму. И вот вы сказали, что Крым превышает уровень других городов южных. А вот насколько? Дмитрий? Дмитрий, да, вы на связи со студией. Да, смотрите, я сразу разочарую вот слушателя. Яблоки, вернее, помидоры россияне есть не должны по этому перечню минимальных продуктов питания. Вот нет ни апельсинов, ни помидоров, и мясо здесь на кости. Вот. То есть всего 33 продукта, где я даже могу расстроить тех, что тут нет кофе. Вот мы не должны при учете минимального вот этого продукта пить кофе, есть помидоры. Вот нам разрешили лук есть, и картошку с морковкой, и капусту. Вот весь набор овощной из фруктов, только четвертинка яблока. И я согласен с тем, кто звонил, что это, конечно, далеко от жизни, но нужно понимать, для чего вот такой ущербный перечень нужен, да, где нет кофе, где нет
того, что мы уже, наверное, видим или должны видеть на своих столах, с точки зрения вот, просто микронутриентов, это нужно для того, чтобы по статистике у нас было меньше количества бедных в стране. То есть, если у нас сейчас почти 20 миллионов бедных, если пересчитать и дополнить вот этот минимальный набор продуктов тем, что люди привыкли есть, да, там, например, помидоры, нельзя рассматривать его как какая-то экзотика 19 века, то тогда число бедных в России вырастет. И это будет нехорошо, это надо будет увеличивать социальные пособия, это надо будет повышать пенсии. А делать этого никто не хочет. Поэтому вот идет такая манипуляция со статистикой, она идет уже десятилетиями, наверное, вот с самого начала советской власти, вот так это все и продолжается, когда расчеты стоимости жизни считаются абсолютно на условных каких-то показателях, не имеющих отношения к реальности. Но даже на фоне этих условных показателей Крым 2015 года испытал ценовой шок, потому что рост цен в Крыму 2015-2017 год по темпам был самым высоким. Ну, другим вообще, если сопоставлять вот с другими городами. Поэтому это очевидно даже по данным такой ущербной статистики, но это видно, что да, что есть большая проблема. А прогнозируете ли вы рост цен, вот как наш предыдущий спикер, в ближайшее время? Продолжить? Ну, да, нет, сложно сказать. И тут знаете, что сдерживает рост цен? Рост цен сдерживает нищета населения. То есть экономические предпосылки к росту цен есть. Это обвал рубля. Да, это действительно, когда смотришь, как обвалился рубль, люди понимают, уже не дураки, наученные, что сейчас цены потянутся чуть-чуть вверх. Не так, не пропорционально падение, но в целом пойдут вверх. Плюс идут эти все рассказы с полей о том, что там засуха и урожай плохой. Тоже не надо быть академиком, чтобы понять, что если урожай меньше, то цены выше. Вот все это толкает к ожиданиям инфляционным. Но поднять тоже цены нельзя, потому что если доходы населения не растут, и ты поднимешь цены там, на ту же картошку, на тот же там, батон хлеба, то у тебя его будут меньше покупать. И ты прогоришь. Поэтому понятно, что инфляция будет выше, чем она планировалась. Но насколько этот рост цен может быть по продовольствию, ну вот мы видим уже сейчас это порядка 8% инфляция в Крыму продовольственная. Ну, наверное, к концу года она может быть там выйдет на 10%. А вот вы отметили, что в Крыму цены на продукты выше, да, чем в других регионах южных. А вот почему? С чем это связано? Ну, это связано с тем, что по сути, нарушены были старые экономические поставки, которые шли абсолютно из других источников. Они сейчас являются незаконными. Соответственно, регион, который, может быть, столетиями снабжался фактически с севера, сейчас снабжается через пролив. И издержки выше по доставке. Поэтому и цены получается, что в Крыму значительно выше. Из городов тут тоже есть разбивка по стоимости жизни. Там, я не знаю, вряд ли для кого-то из крымчан будет открытым. Самый дорогой город – это Ялта. А самый дешевый – это Симферополь. И Евпатория. Ну вот Ялта, она тоже выделяется своей дороговизной и тем городам, где ведутся наблюдения статистическим ведомством.
Спасибо большое. Руководитель Международной конфедерации обществ защиты прав потребителей Дмитрий Янин был на связи с нашей студией. Напомню, сегодня говорим о стоимости минимального набора продуктов в Крыму. И вот Росстат определил эту стоимость 4035 рублей. А с нами на связи Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Здравствуйте, Алексей. Доброе утро. Вот говорили про Крым сегодня, а вот потребительскую корзину в Украине могут вновь пересмотреть, да? Вот знаете, наверное, что окружной административный суд недавно удовлетворил иск правозащитника Станислава Батрина к Кабмину, признав незаконным постановление, которым впервые за 16 лет была пересмотрена потребительская корзина. Вы думаете, будет насколько вот реально пересмотр ее? А это решение абсолютно не означает, что Кабинет министров сейчас пересмотрит потребительскую корзину. Ее всего лишь отменили. И мы вернулись к корзине начала 2000-х годов. Поэтому, скорее всего, сейчас Кабинет министров не будет предпринимать никаких шагов, потому что любой из них вызовет какие-то дебаты в обществе. Поэтому, скорее всего, мы останемся жить с корзиной 20-летней давности. А на каком она уровне? Это сколько? Около 1500? Если мы говорим о стоимости корзины, то это еще меньше, потому что корзина начала 2000-х годов, она фактически состоит из минимального набора продуктов и товаров, которые, например, даже тяжело поддержать физиологический уровень, потому что в 2015 году этот уровень был немножко поднят, то есть он был просто пропорционально увеличен. Но при этом всем мы прекрасно понимаем, что даже корзина 2016 года, она сейчас уже не отвечает потребностям минимум на 30%. И когда мы говорим, например, о том, что там есть пальто, которое нужно носить в течение 5 лет, мы должны понимать, что пальто там заложено по стоимости в 700 гривен. А где вы сейчас, извините, найдете пальто за 700 гривен? Как минимум в 2 раза дороже. То есть набор действительно не имеет отношения к уровню выживания, как говорили наши спикеры, да, это условный перечень. Это, к сожалению, оторванная единица. В Европе она связана с минимальной заработной платой, с минимальными пенсиями, социальными выплатами, с необлагаемым минимумом, то есть с того минимума, с которого вы не платите налоги. В нашей стране это достаточно оторванное явление, которое предполагает, сколько государство может выплатить своему гражданину и не больше. Исходя из этого, если бы оно умело выплатить, возможно, 10 гривен, то, соответственно, наш бы набор состоял из 10 гривен в месяц. Вот сегодня говорили еще о росте цен прогнозируемом. Разные звучали цифры, 12-18% в ближайшее время. Вот вы можете говорить о каких-то цифрах? Конечно, мы всегда прогнозируем инфляцию для того, чтобы спрогнозировать, какой же будет рост стоимости продуктов, потому что, к сожалению, в потребительской корзине, какой бы она ни была, больше 50% составляют продукты, и поскольку именно продукты являются драйвером роста инфляции все последние годы, то, естественно, это очень сильно зависит. До конца года, по нашим оценкам, цена на все товары, все продукты и услуги вырастет в среднем на 6%. Это инфляция, может быть даже до 8%. И здесь как раз продукты будут выделяться отдельной группой, потому что на них будет рост стоимости больше. Если говорить об овощах, то это до 40%, на хлеб до 10%. А вот все же возвращаясь к этой корзине, если до реальных цифр поднимется, да, вот она, тогда что? До реальных цифр давайте посмотрим, а какая минимальная прожиточная корзина в Восточной Европе. Мы не должны, конечно, смотреть на Западную Европу. Это 350 евро. Вот, соответственно, вот эта вот сумма необходима для того, чтобы в нашей стране люди могли жить на нормальном уровне, где будет обеспечено не только физиологическое выживание, но и минимальные социальные потребности. А вот в западную корзину, то есть в корзину западных стран, добавляются еще культурные билеты, поездки, автомобили и все прочее. Поэтому 350 евро – это цена нашей жизни ежемесячно на одного человека. А в Крыму, вот вы говорили и прогнозировали цены 6-8%, а если учитывать крымские реалии, насколько здесь могут быть эти цифры релевантными? Если мы говорим о крымских ценах, то здесь нужно понимать, что, например, наша ассоциация очень любит сравнивать цены в нашей стране и в соседних странах, особенно с Польшей. Это очень показательно. Так вот, если мы сравним цены на оптовом рынке в Симферополе и в Варшаве, то окажется, что в основном традиционные продукты борщевого набора стоят в Симферополе в 2 раза дороже. А если мы говорим, например, о цитрусовых, то они в одну и ту же самую цену с Польши. Правда, можем найти, например, отдельные продукты, такие как сливы, которые будут процентов на 20, на 30
30 дешевле. Поэтому Спасибо жизнь большое. в Крыму нужно умножить как минимум 1,5 по сравнению с Польшей. Спасибо большое. Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко был на связи с нашей студией. Оставайтесь на волне радио Крым Реалии. Продолжим через минуту. Новости в эфире радио Крым Реалии. Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Детей из Армянска не вернут домой раньше, чем запланировано, заявил Аксенов. Киев не будет поставлять воду в Крым, пока он аннексирован Россией. И крымская делегация собирается в Сирию, сейчас подробнее. Детей из Армянска, где в ночь на 24 августа произошел выброс химикатов с завода «Крымский Титан», не вернут домой раньше, чем запланировано, заявил российский глава Крыма Сергей Аксенов. Все 2 недели они будут находиться в санаториях. Ранее, по его указанию, из Армянска вывезли детей школьного и дошкольного возраста из-за загрязнения воздуха в городе. По словам Аксенова, концентрация вредных веществ в воздухе на севере Крыма превысила допустимую норму. В октябре этого года делегация чиновников из аннексированного Крыма собирается с визитом в Сирию. Предложение от сирийской стороны поступило в апреле, когда она посетила 4-й Ялтинский международный экономический форум. Есть предложение создать совместную судоходную компанию, есть вопросы, связанные с товарооборотом, необходимо Сирии зерно, уголь, то есть то, что на сегодняшний день в избытке в Российской Федерации есть, ну и крымчане готовы, то есть в данном случае зерновые поставлять на рынки Сирийской Арабской Республики. Но сейчас идет процесс обсуждения, мы готовим протокол, в данном случае поездка, я уверен, что будет результативна. Ранее российские власти Крыма заявили, что засуха не помешает экспортировать крымское зерно в Сирию. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал, что украинские власти не будут подписывать контракт на поставку воды в Крым, пока он аннексирован Россией. Климкин пояснил, что сейчас Россия пытается использовать ситуацию с выбросом ядовитых химикатов с завода «Крымский Титан» для раскрутки, в том числе на международных площадках, вопроса непоставки воды на оккупированную территорию. Южная Корея планирует предложить Северной Корее подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр 2032 года. Об этом заявил министр спорта Южной Кореи До Чон Хван. Он добавил, что совместное проведение Олимпиады может опираться на успех нынешней зимней Олимпиады в Южной Корее, где участие Северной Кореи помогало снизить напряженность на полуострове. И теперь о погоде. Сегодня в Крыму днем, по прогнозам синоптиков, до 27 выше 0, временами будет облачно. В районе Чонгара и Новоалексеевки ожидается плюс 25 без осадков. Керченская переправа и КПВВ Чонгар работают в штатном режиме. КПВВ Чаплынка и Каланчак временно закрыты. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии. Слушайте радио Крым Реалии на средних волнах. Частота 549 кГц в 7:30 утра и днем в 12:10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио Крым Реалии 105,9 FM. Крымчане имеют право знать. Продолжается эфир радио Крым Реалии. У микрофона Татьяна Курманова. Я напомню, что вы можете звонить в наши эфиры, задавать свои вопросы, высказывать мнение, набрав номер телефона 8 800 10 06 926, если вы в Крыму. Если вы житель материковой части Украины, набирайте 044 490 31 18. Тема дня. Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил на 2 месяца арест 4 фигурантам дела Виджея Кашка. Асан Чепух сообщил, что с 15 сентября намерен объявить голодовку, если его не переведут под домашний арест, либо не окажут квалифицированную медицинскую помощь. Чепух говорит, что в обмен на допуск врача у него требует сотрудничества со следствием. Что будет с фигурантами дела Виджея Кашка? Какого приговора ожидают адвокаты? Согласна ли защита с голодовкой как формой протеста? Какие риски для здоровья подсудимых существуют и как продвигается расследование дела о смерти ветерана крымско-татарского национального движения Виджея Кашка? Вот на эти темы будем говорить в течение ближайших 25 минут.
Крым в центре внимания. Итак, напомню, что подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя продлил на 2 месяца арест 4 фигурантам дела Виджие Кашка и Бекир Дигерменджи, Асан Чепух, Казим Аметов и Руслан Турбач останутся в СИЗО до 15 ноября. Я напомню, что крымско-татарские активисты были задержаны в конце ноября прошлого года в Симферополе. Бекира Дигерменджи и Казима Аметова схватили в кафе «Мидоборы», которое недалеко от Киевского райсуда расположен. Неподалеку был задержан Асан Чепух. И рядом с ним находилась ветеран крымско-татарского национального движения 83-летняя Виджие Кашкай. Во время задержания ей стало плохо и вызвали скорую, но по дороге в больницу она скончалась. А пресс-служба ФСБ заявила, что против задержанных открыто уголовное дело по части 2 статьи 163 Уголовного кодекса России. Это вымогательство, организованное группой лиц. И по версии следствия, на чем сейчас основывается обвинение, фигуранты дела вымогали якобы крупную сумму денег. Однако сами задержанные утверждают, что обвинения сфабрикованы, и они считают, что их арест политически мотивирован, связан с общественной деятельностью. Все 4 активно помогали соотечественникам, подвергшимся преследованиям со стороны российских спецслужб и силовиков. И также напомню, что Виджие Кашка, которая погибла при задержании, была одной из самых известных участниц крымско-татарского национального движения. С нами на связи дочь арестованного Бекира Дигерменджи Мавиле. Здравствуйте, Мавиле. Доброе утро. Как ваш отец себя чувствует? У него были жалобы в последнее время. Каково состояние его здоровья сейчас? Начну с того, что несмотря на состояние его здоровья, в целом психоэмоциональное состояние у него бодрое. То есть он всегда всем передает большие приветы, он благодарит прежде всего всех тех, кто его поддерживает, кто не забывает о нем. Что касается здоровья, естественно, здоровье у него расшатано, особенно после того, как он бывал в реанимации. Он уже заработал себе, будем так говорить, эту болячку на всю жизнь. Есть лекарственные препараты, без которых он теперь не может обходиться, а эти препараты находятся только в Украине, их покупаешь здесь, когда сдаешь в СИЗО, придираются, говорят, почему вы здесь их не покупаете, вы сами понимаете, в России качество лекарственных препаратов очень низкое, но при этом всем нам удается передать ему это все. У него очень высокое артериальное давление сейчас, пока вроде тепло, проблем нет с сыростью, но когда уже холодает и приходит сырость, а в камере она действительно есть и очень повышенная эта влажность, то ему становится еще хуже. Вы говорили, что он плохо очень спит, поскольку болит у него спина, и он не может лечь. Сейчас, как обстоит дело, стало ли легче? Ему не стало легче, у него на шее появились большие фурункулы, которые нужно вырезать. Но, то есть, понимаете, в СИЗО, как сказать, гигиена не очень, хорошая. И даже если их вырезать, Бог знает, что будет дальше. Возможно, туда занесут инфекцию, и это продолжится. Но то есть он старается как-то это все перетерпеть, какие-то мази мазать. В целом, естественно, ему очень тяжело. Насколько мы знаем от адвоката, он в большинстве случаев остается в камере один, потому что, он находится в медсанчасти, а там, в принципе, до 3 человек находится в камере. Но зачастую он находится один, и то есть ему еще и так немного сложно. Он у меня человек такой коммуникабельный, социально активный. То есть ему не хватает, конечно, общения. Но, как он передал адвокату, что он изучает Российский кодекс. И держится бодро. Держится бодро. А общаетесь ли вы с родственниками Виджие Кашка? Да, у нас есть общение, конечно, они всегда приходят к нам на суды. Поддерживаем связь. А вот мы говорили, что Асан Чепух сообщил, что намерен объявить голодовку. Знаете ли вы подробности, действительно ли он готов решиться на этот шаг? Я знаю самого Асана Чепуха, он такой достаточно принципиальный человек, и если он что-то говорит, он это делает. Его на самом деле очень... не только его, вообще, в принципе, всех достало, это несправедливость, это грязные обвинения в их сторону. И он видит, что продвижений никаких нет, и он надеется хоть таким образом, обратить на себя внимание,
судьи, следствия, там неважно. Но, конечно же, и для общественности это тоже, я думаю, должно быть большим показателем. То есть, если человек действительно бы был виновен, он, наверное, бы не шел, да, на такие как бы поступки. Я все-таки склоняюсь к тому, что он действительно начнет голодовку, если что-то не изменится. А я почему-то уверена, что ничего не изменится, поэтому... А знаете ли вы, возможно, общаясь с родственниками, вот каково состояние его здоровья, потому что там было много исследований, также он жалуется, естественно, все люди пожилые, вот как он себя чувствует? Конечно, да. Мы общаемся с его женой, да, поддерживаем связь. Через адвокатов мы все, естественно, узнаем. Но у него действительно большие проблемы со здоровьем, у него очень сильно зашкаливает давление, у него постоянно не имеет левая, да, часть тела. То есть у него уже были инсульты, да, но никто на это не обращает внимания. Казим Аметов, вот что известно о нем сейчас, о его состоянии и здоровье, и психоэмоциональном также? Да, Казим Аметов, он находится в обычной камере, так же, как и Руслан Трубач. Казим Аметов в целом, он такой человек, он всегда на позитиве. Он всегда улыбается, он всегда все расценивает, что это испытание, мы его выдержим. Я бы даже сказала, что среди них всех четверых он, наверное, самый бодрый, знаете, самый так оптимистично настроенный, такой настроен на борьбу. Со здоровьем, насколько мне известно, я общаюсь с его дочерью, у него падает зрение, и опять-таки тоже в силу возраста это артериальное давление. Это у них у всех такая проблема. Вот решение суда было ли для вас неожиданным? Я напомню, что продлил Киевский районный суд Симферополя на 2 месяца арест. Нет, оно было вполне ожидаемым. Оно было вполне ожидаемым. То есть, когда нам адвокат сообщает, что завтра у вас там, к примеру, суд по продлению, мы уже знаем, что в целом будет. Но хочу сделать такую как бы заметочку, да, что когда отпускали моего брата, мы тоже в целом ехали, знаете, на такое вот, что продлят, оставят без изменений. Но его отпустили под домашний арест. Ну, правда, мы прождали это, да, почти 2 года, но все-таки это произошло. Знаете, вера в чудо, наверное, она держит нас. Несмотря на то, что мы знаем, да, как бы что, мы поедем, там уже все ожидаемо, и все будет заблаговременно расставлено по местам. Все равно где-то в глубине души, конечно же, мы надеемся. И опять-таки, вы знаете, мы люди достаточно религиозные, да, и мы все-таки верим во Всевышнего, что Всевышний ответит на наши молитвы, да. Молится весь народ, молятся все люди, да, за здоровье, за освобождение всего нашего народа. Ведь не только моя семья, да, пострадала, или Чапуха, Аметова и Трубача. Множество семей пострадало. За всех мы молимся, я все-таки надеюсь, что в ближайшее время этой несправедливости придет конец. Возможно, я кажусь очень наивной, глупой девушкой, но все-таки, знаете, пройдя столько, остается только это, наверное, в душе, вот эта вера в чудо. Мавилет Герменджи на связи с нашей студией. А вот на каком этапе сейчас следствие находится? Понятно, что продлили арест. Опрашивают ли свидетеля? Вот немножко про само следствие. Нет, свидетелей не опрашивают. Потерпевший, так называемый, да, канул куда-то в лету, его не видно, не слышно. На все ходатайства, самих фигурантов этого дела, адвокатов, что нужно, чтобы он явился в суд. Так неправильно, это не по закону. Следователь говорит, я не вижу в этом потребности, мы и без него все знаем, он сам к нам пришел, поэтому не стоит его утруждать и приводить сюда. То есть, понимаете, все абсолютно заангажировано. Следователь указывает всегда, что нужно продлить еще на 2 месяца, потому что не все допрошены, не все процессуальные дела закончены. Ну, вы знаете, это просто какой-то повод, я не знаю, продержать. Возможно, они ждут еще какого-то указания, я не знаю. Но вроде следствие завершается. Вроде как уже должны скоро передать в суд. Но я не знаю, я не могу утверждать, потому что они настолько непредсказуемы, что предвидеть невозможно. Спасибо большое. Мавилет Герменджи, дочь арестованного Бекира Герменджи, была на связи с нашей студией. Напомню, говорим сегодня о продлении ареста 4 фигурантам дела Виджие Кашка. И с нами на связи Тарас Ибрагимов, журналист. Здравствуйте, Тарас.
Здравствуйте. Вот Мавиле отметила, что следствие сейчас на завершающем этапе находится, но вот Юсуф Айтан, собственно, в вымогательстве денег у него обвиняют 4 фигурантов этого дела. Исчез, его не допрашивают. Что вам известно по этому поводу? Ну, на самом деле так и есть. Скоро будет уже год, как вот, собственно, существует, возникло это дело в ноябре, я напомню, прошлого года задержали 4 фигурантов этого дела. И действительно, я думаю, что это последнее продление ареста вот, в рамках следствия именно, да, то есть до судебного разбирательства. Потому что ну, и сами адвокаты ранее отмечали, что уже, скорее всего, в ноябре они будут выходить на суд, то есть будут слушать, то есть дело уже будет слушаться в суде, разбираться вот в судебном порядке. Что касается Юсуфа Айтана, не знаю, откуда такая информация, то есть, как бы, мне кажется, человек пока что находится на территории Крыма, потому что, ну, как бы, я думаю, что он будет в том числе, как бы, и допрашиваться, и присутствовать в суде, потому что, ну, как бы, он один из, ну, не фигурантов дела, но, по крайней мере, как бы, ну, то есть он ключевая фигура в деле, одна из ключевых фигур в деле. И насколько я вот знаю, то есть, ну, действительно, как бы, очень мало информации об этом человеке, но вот не так давно Николай Полозов, который ведет свое независимое расследование по этому делу, адвокат, он подавал запрос в Турцию, чтобы оттуда прислали хоть какие-то документы, которые характеризуют личность вот этого Юсуфа Айтана. Вот, собственно, с ним можно как бы в том числе пообщаться, наверное, узнать, есть ли какой-то ответ в Турции, и, ну, то есть, как бы, что известно об этом человеке. Да, мы чуть позже свяжемся с Полозовым. Вы были на заседании суда, вот обвиняемые назвали, да, решение суда о продлении меры пресечения предсказуемым. А вот что, на чем настояло следствие? Для чего держать 4 немолодых людей, у которых жалобы на состояние здоровья, вот, за решеткой? Да, причины на самом деле все те же. То есть, как бы, вот вы правильно отметили, что фигуранты этого дела назвали решение предсказуемым. Собственно, его предсказуемым может назвать любой человек, который там приходил на это на эти суды вот, почти год подряд, да, потому что, ну, одни и те же причины, там следствие еще идет, нужно там допросить. Нужно там какие-то документы еще собрать, нужно еще какие-то экспертизы там доделать. То есть там фигуранты могут скрыться из Крыма, там повлиять на свидетелей. То есть как они могут скрыться из Крыма, если это фактически остров, да, и как они могут повлиять на свидетелей, если они будут под домашним арестом и не будут общаться вообще ни с кем, кроме там своих каких-то самых близких родных. Ну, то есть, как бы здесь политический мотив, умысел такой, вот умышленность какая-то в этом решении, она прослеживается, ну, как бы, абсолютно очевидно. И более того, ну, как бы, все 4 фигурантов это не молодые люди, кроме Руслана Трубача, он так вот среднего возраста, да. И у всех проблемы со здоровьем. Асан Чапух в прединсультном состоянии. У него были ну, подозрения, риски на инсульт. То есть, как бы, там была вообще критическая ситуация в свое время. То же самое было у Бекира Тихирменджи. И все равно, как бы, ну, суд не... Вот там была такая фраза, просто Асан Чапух, он объявил о том, что если его не выпустят под домашний арест, не изменят меру пресечения, либо если его не начнут квалифицированно оказывать ему медицинскую помощь в городской больнице, а не в СИЗО, то он с 15 числа, с 15 сентября объявляет голодовку. Вот. Ну, то есть это была вот такая вот его фраза. То есть не знаю, насколько можно это расценивать как действительно вот, ну, намерение. Ну, то есть, да, намерение, что он будет действовать так. Вот. Но тем не менее.
И вот несмотря на эту фразу, несмотря на то, что вот он заявил, что если его не выпустят из 15 числа, он объявит голодовку и все остальные какие-то последствия его здоровья, он так и сказал, вот я цитирую, будут на совести судьи, следствия, прокурора, все равно судья, вынося решение, то есть он там зачитывал минут 5 и говорит, что не усмотрел никаких причин, в том числе и медицинских, чтобы отправить фигурантов этого дела под домашний арест. А как защита относится вот на голодовку? Рассматривает ли она, вот как относится к этой к заявлению Чапуха? Кто именно? Защита. А защита? Ну вот, вы знаете, в любом случае, я думаю, защита не в восторге от того, что там, люди в тюрьме объявляют голодовку. Я думаю, что ни Гинзе, ни там Ладин, когда Куку голодал, ни вот Азаматов, когда Асан Чапух там... в том числе, кстати, Асан Чапух, он же не первый раз как бы вот намеревается объявить голодовку. И каждый раз Айдару Азаматову удается его отговорить. И в этот раз он тоже отмечал в комментарии, что он не в восторге от этого решения, потому что это не молодой человек, он действительно очень плохо выглядит. То есть он все время, вот я присутствовал в зале суда, и мне очень плохо было его слышно. То есть там аквариум они находились, но тем не менее, как бы человек просто себе под нос что-то мнит, у него такая очень невнятная, заторможенная немного речь. Вот, и видно, что человек как будто не здесь где-то. Он это вот на своей волне вот очень плохо выглядит. Спасибо большое. Журналист Тарас Ибрагимов был на связи с нашей студией. Говорим сегодня о деле Виджие Кашка. С нами на связи российский адвокат Николай Полозов. Николай, как продвигается расследование дела? И вот про Айтана. Удалось ли информацию вам добыть? Здравствуйте. Но что касается моего независимого расследования, оно продолжается. К сожалению, все эти процессы происходят не так быстро, как хотелось бы. И все это занимает гораздо дольше времени, чем могло бы занять, допустим, у государственных органов, если бы они по-настоящему хотели расследовать обстоятельства смерти Виджие Кашка. Но прогресс есть. Я пока не могу озвучить новую информацию, потому что у меня есть опасения, что российские власти могут попытаться замести следы, что называется, обладая этой информацией. Что касается Айтана Юсуфа, то на текущий момент пока из Турции мною не получен ответ, я его ожидаю. Помимо этого я ожидаю медицинскую документацию из госпиталя, где Виджие Кашка проходила лечение за несколько месяцев до своей гибели. Но все это, скажем так, сбор этой информации сейчас обусловлен необходимостью предоставления экспертам как можно более полной информации, потому что в конечном счете для того, чтобы обжаловать постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Виджие Кашка, необходимо провести альтернативную судебно-медицинскую экспертизу посмертную, документальную, и для этого нужно предоставить максимум информации тем экспертам, которые будут ее проводить. А вот напомните, по заключению эксперта, от чего умерла Кашка? Но по заключению той экспертизы, которая имеется у следствия, это атеросклеротическая болезнь сердца. И эксперты не смогли дать четкий ответ на вопрос, имела ли отношение причинно-следственная связь между действиями сотрудников Росгвардии и внезапно ухудшившимся состоянием здоровья Виджие Кашка по одной простой причине. Им неизвестны действия сотрудников Росгвардии, а Росгвардия засекретила любые действия своих сотрудников. Поэтому здесь получается замкнутый круг, когда со стороны российских силовиков, возможно, совершаются какие-то противоправные действия, но какие они отказываются сообщать, потому что понимают, что в конечном счете этим людям придется сесть на скамью подсудимых. А вот Следком вам отказывался предоставлять документы, потом все-таки вам удалось ознакомиться с ними, да? И вот какие основные выводы вы сделали, ознакомившись с этими документами? Ну, основные выводы заключаются в том, что, несмотря на усилия следователя Следственного комитета, действия силовиков, которые
производились в результате спецоперации при задержании Виджие Кашка, при задержании Аметова, Дидерменджи, Трубача и Чепуха, они неизвестны. Вот, поэтому по косвенным данным, по косвенным признакам я пытаюсь восстановить непосредственную картину. Главный вопрос, применяли ли моральное и физическое давление по отношению к Виджие Кашка все российские... И были ли следы, на теле Виджие? Вот тоже этот момент. Значит, что касается следов, то у нее сломаны 3 ребра с левой стороны, но экспертиза говорит, что это результат реанимационных мероприятий, когда ей делали искусственное дыхание. В принципе, она очень хрупкой женщиной была, и сломать ребра было совсем не проблема. Но на теле есть иные повреждения, которые не уписываются, не укладываются в эту картину, не описываются, скажем так, экспертами. И вот здесь совершенно возникают другие обстоятельства, но более подробно я пока, к сожалению, не могу об этом рассказать. Понятное дело, что обвинение говорит, что никакой политической подоплеки нет. Естественно, обвиняют только в вымогательстве. Вот что позволяет говорить о том, что все-таки здесь есть политический подтекст? Ну, безусловно, присутствует политический подтекст, потому что даже в постановлении о привлечении в качестве обвиняемых в отношении всех фигурантов написано, что они являются участниками запрещенной экстремистской организации Меджлис. То есть это уже указывает на, если следователь МВД пишет об этом прямым текстом, это указывает явно на политический подтекст. Хотя непосредственно к Меджлису они никакого отношения не имеют. Всех членов Меджлиса поименно мы все знаем, 33 человека, и фигурантов этого дела там нет. Другой вопрос, что они являлись активными участниками национального движения, они являлись активистами, неоднократно приходили и поддерживали у судов своих соотечественников, в том числе приходили на суд к Ахтему Чайгозу, приезжали в Москву на марш памяти Бориса Немцова и с крымско-татарскими флагами шли по Москве. Естественно, такая активность не могла остаться незамеченной. Я думаю, что именно выбор указанных людей в качестве жертв со стороны российских силовиков не случайен. И вся эта спецоперация, она, конечно, была направлена на то, чтобы максимально дискредитировать участников национального движения и лично Виджие Кашка. А наш слушатель Ремзи Алиев под трансляцией в соцсетях пишет: я не совсем понял, что необходимо, чтобы подготовить альтернативную экспертизу. Вот уточните еще раз, давайте напомним. Необходимо собрать сведения о состоянии здоровья Виджие Кашка. Необходимо собрать сведения о том, какие именно действия силовики производили в момент задержания. Вот. И с этим очень большая проблема, потому что мало кто это видел. Все видеозаписи обстоятельств были изъяты. И здесь буквально по крупицам приходится собирать информацию, но она есть, и она очень ценная. А сами активисты, да, вот информацию, которую они дают, она не может использоваться в деле, поскольку они обвиняемы? Нет, в деле о смерти Виджие Кашка эта информация присутствует, есть допрос ряда фигурантов, но вопросы поставлены таким образом, что на те, скажем так, моменты, на которые необходимо обращать внимание, они просто не озвучиваются там. То есть следователь специально допрашивает таким образом человека, чтобы он не мог рассказать как можно больше. Поэтому здесь важно понимать, что вне зависимости от того, кто расследует, МВД, значит, дело о вымогательстве или Следственный комитет дело о смерти, все это управляется из одних и тех же кабинетов, все это координируется, и все это делается максимально для того, чтобы затруднить вот это вот поиск истины. Ну, простой пример. Те сотрудники Росгвардии, которые осуществляли задержание в тот момент, 2 из них, как минимум, были бывшие сотрудники Беркута, которые известны своим отношением, в принципе, к крымским татарам. Да, и если уж говорить о мотиве, я допускаю, что это было не целенаправленное убийство Виджие Кашка, а, безусловно, превышение должностных полномочий, которое по случайности трагической повлекло ее гибель.
Спасибо большое. Российский адвокат Николай Полозов был на связи с нашей студией. Напомню, говорили сегодня о деле Виджие Кашка. И накануне Киевский райсуд Симферополя подконтрольной России продлил на 2 месяца арест 4 фигурантам дела. И вот Асан Чепух сообщил, что намерен объявить голодовку. В эфире радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами.